Добрый вечер, Хайрли Кищ. Это программа «Ток-шоу. Точка опоры» на каналах ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета». В студии Светлана Спирина. И тема нашего сегодняшнего разговора – энтузиасты, сохраняя наследие. Но прежде чем мы начнем эту программу, мне бы хотелось вспомнить одну замечательную историю. В 1958 году в газете «Советская Татария» рассказали о казанской столовой, где можно попробовать необычное блюдо. В издании тогда написали, что заведующий производством Юнус Ахмедзянов проверяет приготовленный ишпишмак. Если вы не знаете, что это за кушание, приходите в казанскую столовую номер 35 на улице Горького, и вас угостят этим. Сегодня в это трудно поверить, но тогда треугольники были мало известны жителям республики, не говоря уже о том, что они были мало знакомы гостям. Ну вот, это блюдо стало одним из символов татарской кухни и вернул его в массы легендарный Юнус Ахмедзянов. Обычный повар советской столовой тратил все свое время на поездки по деревням. Он искал бабушек, которые помнили старинные рецепты и технологии. Некоторых привозил даже на свою рабочую кухню. И вот благодаря необыкновенному энтузиазму этого человека в широком обиходе опять появились сокровища татарской кухни. Это ишпишмак, золотой чак-чак, десятки других блюд. И вот какой же вклад могут внести энтузиасты в сохранение национального наследия? Сегодня мы говорим об этом. И мне кажется, что вот эти синонимы энтузиасты, подвижники, соратники сегодня подходят каждому из наших гостей, которых с удовольствием представляю. Олеся Балтусова, помощник президента Республики Татарстан. Добрый вечер, рада вас видеть. Также сегодня с нами Эльмира Галимова, композитор, член Союза композиторов России и Татарстана, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой театрального творчества Казанского государственного института культуры. Хайрли Кищ. Хайрли Кищ. С нами сегодня Дамир Гельмшаихович Тазиев, руководитель музея Алифба. Хайрли Кищ. Хайрли Кищ. Добрый вечер. С нами сегодня Алсу Равильевна Мифтахова, директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Рада вас видеть. Добрый вечер. Хайрли Кищ. Асия Наилевна Губайдуллина, исполнительный директор фонда возрождения Родины Каюма Насыри. Хайрли Кищ. И Айрат Фазрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. Также сегодня с нами на скайпе, по скайпу будут 3 человека, 4 человека. Семья Полосиных, Дмитрий Рушания, создатель и руководитель Казанского музея Чак-Чак. Сегодня в эти минуты они находятся в Уфе. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы туда с Чак-Чаком уехали, мы надеемся? Конечно. Угостили? Всем все понравилось? С нами также будет Гузель Фуадовна Валеева Сулейманова, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани, профессор, доктор искусствоведения. И из Томской области у нас гости Татьяна Сергеевна Семенова, художественный руководитель областного центра татарской культуры. Несмотря на этот поздний вечер, Татьяна Сергеевна с нами, за что вам огромное спасибо. Доброго вечера. Ну, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников соблюдать корректность в высказываниях, уважать соседей, гостей. Прошу также подключиться телезрителей. Вы можете дозвониться до нашей студии, задать свои вопросы нашим экспертам. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Эксперты, у вас уникальные 3 кнопочки. Вы можете, кнопки, пульт управления. Вы можете реагировать этими кнопками на высказывание или на точку зрения гостей в студии. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Ну а для начала, чтобы задать такой, ну скажем так, тему, мы задали аудитории в соцсетях вопрос, аудитории телеканала. Вот нужны ли энтузиасты для сохранения наследия, национального наследия? Да, на них все держится. Так ответили 36% проголосовавших, 14% сказали, что в одиночку ничего не сделать. Но мы, я думаю, опровергнем всю эту историю. У нас сегодня есть такой человек в студии. 50% считают, что энтузиасты нужны, но их обязаны поддерживать государство, спонсоры. Зрители также могут ответить на этот вопрос. Варианты ответа вы также видите сейчас у нас на экране. Все-таки хочу начать с Томска, вот, потому что до этого региона, да, более 2000 километров от нас по прямой. В исторической части Томска есть замечательная татарская слобода, о которой прекрасно знает, наверное, больше всего Олеся. Она возникла еще в 17 веке, уникальные мечети, особняки татарских купцов, деревянные кружевные наличники. Все это вот местные энтузиасты пытаются сохранить от натиска большого города. Татьяна Семенова, я сейчас прошу, да, чтобы вы подключились нам к беседе. Вот почему лично вам, Татьяне Семеновой, так важно вот сохранять татарскую слободу, как обстоят дела? Много ли помощников, энтузиастов? И есть ли вот поддержка на местном уровне? Может быть, помощь Татарстана какая-то вам нужна? Что у вас там происходит? Ну, у нас все нормально, собственно. То есть у нас Центр татарской культуры
работает по многим направлениям, но в том числе, конечно, мы стараемся сохранять, нет, в первую очередь стараемся сохранять татарскую культуру, то есть не архитектура, это не по нашей части, а все-таки татарскую культуру, поэтому у нас очень много творческих объединений, стараемся, чтобы учили татарский язык, как ребятишки, так и взрослые, пели, танцевали татарские песни и танцы. Но энтузиасты, их, конечно, много, но это в основном, наверное, больше молодежь, которые приходят объединение молодежное при центре функционирующее. С какими идеями приходят? Конечно, я попала, может быть, случайно в Центр татарской культуры, но все время спрашивают, зачем вам это нужно, вы же все-таки русская. Ну, как-то хорошо, благо в нашем городе есть кому сохранять русскую культуру, поэтому, ну, почему бы не помочь татарам? Хорошо, спасибо большое. Вот энтузиасты, одиночки так называемые, да, то есть люди, которые приходят со своей идеей. Вот сейчас об этом говорит тоже Татьяна Сергеевна. Вот из Томска предлагаю вернуться в Казань. У нас в студии Олеся Балтусу, помощник президента, а в свое время экскурсовод, журналист, энтузиаст, ваш знаменитая экскурсия с Рустамом Миннихановым, да, в 2011 году, после чего значительно, мне кажется, переворот, наверное, определенный в сознании произошел в деле сохранения и восстановления архитектурных ценностей. Вот как вы сегодня уже с высоты вот этого полета можете оценить те годы, и вот насколько действительно энтузиасты сегодня могут реально достучаться до власти и повлиять на ситуацию? Спасибо за этот сложный вопрос. Отвечать на него можно примерно часа полтора на первую часть. Постараюсь быть кратким. Конечно, от силы личности многое зависит, однако только благодаря настоящим соратникам, помощникам, наставникам можно чего-то добиться, как было в случае движения Общества охраны памятников в Татарстане. ВАПИК – это большое движение, в которое я вступила, еще будучи экскурсоводом. И именно старшие наставники, экскурсоводы вдохновили меня на то, чтобы показывать утраченный город другим, казанцам, средства массовой информации, рассказывать об этом. Именно наши градозащитные экскурсии от ВАПИКа привлекли такое огромное движение, стали резонансными. Именно на них и Рустам Нургалиевич отреагировал, поскольку я писала от себя, как от человека, который их водит, и обращалась к нему с коллективным запросом от всех казанцев, которым не безразлично наследие. В Томске, о котором мы сейчас слушали, там тоже очень сильное движение градозащитное, и сейчас очень большая муниципальная программа, очень классная, они передовики. Томск действительно классно работает по передаче предпринимателям деревянных памятников, в том числе в Татарской Слободе, да. И вообще очень много сейчас движений в стране, в других городах. Вот, например, движение Том Сойер Фест, которое зародилось в Самаре. Вот, полосиные наши координаторы в Казани как раз, хотя они руководят музеем Чак-Чак, и они также главный координатор Том Сойер Феста в Казани. И мы ездим по другим городам в Татарстане, в Свияжск сейчас ездили, в Чистополь ездили, вовлекаем. То есть вовлечение – это самое главное, и самая большая сила – это вдохновение, когда люди слышат о том, что мы рассказываем, как именно своими руками волонтеры помогают преобразиться старым домам, они начинают доверять вообще, вступать тоже в наше движение. Общество охраны памятников заявляются на Том Сойер Фест и вместе хотят изменить внешний облик своих домов и выражают тоже свою поддержку. Так что только вот такое как бы дружелюбное отношение, то, что называется популяризация, такое вот слово не очень понятное, но в нем очень много смысла на самом деле. Это и рассказ, и показ, и вдохновение, и любовь к тому, что ты делаешь. Но все равно движения не возникают на пустом месте, они все равно идут за лидером. То есть все равно кто-то появляется, это лидер общественного мнения, да, это харизматичный человек, Айрат. Вот, ну не может возникнуть просто так вот движение Том Сойер Фест, если бы, ну не могут соединиться 20 человек одновременно и вот пойти, должен быть один, который ведет. Я добавлю по татарским слободам разное состояние действительно по России татарских слобод. В Томске тоже есть свои проблемы, и
Но самое главное, в Томске сохранилась вот некая атмосфера, да, вот вокруг этих деревянных домов. Иногда даже видно, как из окна там дают чай, и самовар стоит. Я видел это своими глазами, это вот прекрасно видеть. Но в то же время в этих домах уже как бы нет какой-то активной татарской культурной жизни, кроме татарского культурного центра, да. Они вот так, и двух мечетей, да. Они являются вот таким островком, ну, ушак, да, такой очаг всего лишь, да, а целостно что-то там, чтобы происходило какое-то вот большое движение, как у нас в Старо-Татарской Слободе, этого, конечно, к сожалению, нет, потому что их там намного меньше, да, татар. Это первый момент. Вот есть в Екатеринбурге сейчас активное движение за сохранение татарской слободы, и они тоже экскурсионные проекты делают, и пытаются найти инвесторов, нашли инвесторов на восстановление бывшего татаро-башкирского театра в Екатеринбурге. В Уфе Эльза Маулиншина делает одна, можно сказать, тащит на себе вот как раз вопрос сохранения историко-культурного наследия татарское и историко-культурное наследие татарского архитектуры, так скажем, извиняюсь. Вот, там огромное количество проблем, разрушение зданий, связанных с деятелями татарской культуры. Но ведь есть те, кому не безразлично, мы же понимаем. Да, но в этом плане Казань, конечно, из подачи Олеси Александровны, она является сейчас уже образцом по сохранению татарских слобод. В Томске лучше сохранилось, но там идет в какой-то мере разрушение. Старо-татарская слобода, то, что успели сохранить, сохранилось, и сейчас оно начинает оживать с помощью, в том числе, и Димы Полосина, и Раушании, и Олеси Александровны, и многих других, кто делает фестивали, различные вот такие вещи, связанные еще с нематериальным наследием. Наследие много что можно перечислять, не только архитектурное, не только письменное, но и нематериальное наследие. Об этом мы сегодня как раз и поговорим. Здесь как раз энтузиасты в деле нематериального наследия. Буквально на рекламу, ненадолго, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Бәхет көтмәгез, ул һәрбер мизгелдә. Кояш көтмәгез, ул йөрәгебездә. Уңыш көтмәгез, ул сезнең кулларда. Күктән ингән билге көтсәгез, менә ул. Тотыгыз, көтмәгез, сатып алыгыз. Ак Барс дом фатирларында яшәгез. Хатын-кызлар өчен бик матур, зәвыклы, сыйфатлы, истәлекле, мәгънәле бүләк. Гүзәлем яулыклар һәм тюрбаннар кибетләре шелтәреннән. Сез мөлаем булырга лаек. Язык мой русский, снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Вот сейчас, пока была реклама, Олеся произнесла такую фразу, что появляются общественные организации, все больше и больше становится людей, вдохновленных какой-то идеей, новыми проектами. Вот Гузель Фуадовна, на связи у нас, да, Гузель Валеева-Сулейманова. Вот, Гузель Фуадовна, как искусствовед, наверное, оцените, пожалуйста, вот насколько важен порыв энтузиастов в деле сохранения культурного наследия? Да, вот не случайно заговорили мы с Томска, с города Томска. Я там была и очень хорошо знаю вот эту татарскую слободу. И здесь я хотела бы напомнить, что вот настоящим энтузиастом в строительстве мечети этой слободы, медресе, был татарский купец Хамид Бай. И вот это вклад меценатов, предпринимателей в то, чтобы отстраивать вот эти татарские слободы и в Казани, и в других татарских слободах других городов, был очень велик. И благодаря вот этим первым, я бы сказала, энтузиастам,
которые еще жили в конце 19-го, начале 20 веков, мы и имеем вот такие прекрасные наши слободы с мечетями, с махаля, где вот медресе были, библиотеки, детские приюты тоже были. И вот этот опыт, мне кажется, он очень важен и для наших вот современных предпринимателей, которые могли бы внести свой вклад в реставрацию, в реконструкцию и в поддержание вот такой духовной, интеллектуальной жизни в этих наших слободах татарских. А вообще я считаю, что если мы коснемся искусства, декоративно-прикладного, например, искусства, то у нас каждый художник профессиональный, он является энтузиастом, потому что у нас буквально по одному человеку, которые хранят традиции татарского искусства. Ну, может быть, вот несколько человек в кожаной мозаике есть, в золотом шитье буквально единицы, значит, в искусстве вышивки, в резьбе по дереву. То есть я хотела сказать, что энтузиасты, они работают все-таки больше опираясь на свои дарования и опираясь на свои, так сказать, свое желание возрождать и продолжать те или иные традиции. Ну, такая некая К сожалению, вот... Да-да? Да. У нас связь не очень. Наверное. Да. Все, тогда Алло. пока прервемся, да, продолжим еще, вернемся, да, к вам, Гузель Фуадовна. Вот энтузиазм, тоже говорили, что история, прежде всего, молодых людей. Сегодня об этом говорил тоже и Томск. Сейчас мы тоже понимаем, что и Гузель Фуадовна нам это подтверждает. Вот, Айрат, что родилось, какие проекты родились среди молодежи именно в общественных движениях? Что стало заметным общественным событием? Ну, вот для нас такой слоган появился, да, сделать актуальное национальным, а национальное актуальным, да, как-то. То есть те традиции, которые есть, их какую-то придать ей, может быть, современную оболочку, да, и сделать ее интересной, в том числе молодежи, да. И в этом случае мы как раз в Казани делаем различные фестивали и пытаемся туда вкраплять и современные формы, и в то же время наше наследие. Вот в этом году Песчан-Базара, например, делалось вместе с Министерством культуры. Например, там были иммерсивные сцены, связанные с национальной одеждой, с участием профессиональных театров и с участием простых энтузиастов. Волонтеры могли участвовать вот в этих иммерсивных постановках. И это было... Вокруг этих иммерсивных постановок небольших собиралось большое количество людей. Вот таким образом мы как бы пытались актуализировать наше наследие. Или же поэтическое наследие, да, тоже, например, 100-летней давности с помощью различных поэтических слэмов на татарском языке. Это делается, это уже другое движение делают, молодые писатели, молодые поэты делают, да. Акциями татар Селяша мы тоже пытаемся вытащить туда свое наследие, но подать его, опять же, в современной форме. И это все делается с помощью энтузиастов, но в то же время государство, обратив внимание на их труд, начинает постепенно их интегрировать в различные государственные... Когда событие становится заметным, да? Заметным, начинает интегрировать государственные программы или какие-то побеждает в каких-то грантах. И в этом случае уже движение, которое начинали энтузиасты, придается уже государственный масштаб. Вот это, я считаю, очень хорошее явление в плане сохранения татарского наследия, которое идет в Республике Татарстан. Конечно, хочется больше проектов, больше национально актуальных, больше, возможно, денег в эти проекты, чтобы больше включали в программы, чтобы музеям помогали больше, да? Но движение идет в эту сторону. Ну, вот сейчас мы, Дмитрий Рышиня Полосина, да, еще раз добрый вечер. Движение Том Сойер Фест, по-моему, абсолютно энтузиаст на энтузиасте, если можно так сказать. И клич был, по-моему, в Чистополь, да, отправлялись тогда всем движением. Буквально за сутки, по-моему, да, это была такая акция «Яма Чистополь».
Дмитрий Рушания, ну понятно, что у вас музей Чак-Чака есть, да, все удивляются, ну как же вы, этот проект у вас появился, вы вдохновились. Том Сойер Фест, что для вас, что это значит? Да, добрый вечер. Том Сойер Фест для нас значит, но еще одна, наверное, такая и материальная, и нематериальная любовь к собственному городу, к любимому городу, к республике. Да, и как мне кажется, в сфере сохранения наследия это очень часто такая история, когда это либо семейная история, да, как, например, у Гузель Валеевой, да, когда и отец занимался, и она. И в случае, как у нас и у многих наших волонтеров, это когда есть внутренняя какая-то потребность что-то сделать. Ну, как ни странно, нельзя просто так прийти и начать красить чей-то дом. На это нужно еще очень много усилий приложить, чтобы начать какие-то там работы. И большинство наших волонтеров, которые участвуют в фестивале, они очень часто говорят, что мы как раз там много ходили мимо домов, думали, как же вот можно чем-то помочь. И вот когда они узнали о нашем фестивале, как раз это вот та, наконец, отдушина, та вот как расщелина, куда они смогли попасть и в этот мир сохранения. И что очень важно, это конструктивно, потому что мы очень часто слышим о том, что люди как-то жалуются, что вот это не сохранили, и то не сохранили. А тут мы конкретно людям даем возможность сделать что-то самим. И действительно для многих это классное решение. После работы приходят люди, целый день работают, приходят, и это их зажигает действительно, потому что они потом ходят детям, внукам, рассказывают, как они вот этот дом спасали, делали его красивее. Хорошо, спасибо. То есть кто-то рождает проект, а кому-то этот проект необходим, чтобы уже потом включиться в него, да, и самореализоваться. Вот сейчас хотела задать вопрос Эльмире Галимовой. Она много лет занимается сбором исчезающих музыкальных памятников татарского народа. Я предлагаю послушать, да, небольшой отрывок у нас есть из того, что вы нашли из исчезающего. Да, давайте мы попробуем послушаем, и потом Эльмира нам расскажет, вот как это находится сегодня и почему ей это важно, учитывая, что столько такая огромная деятельность. Кто это, Эльмир, что это? И почему вам это важно? То есть вы занимаетесь, у вас там большая деятельность. Ну вот это образец как раз-таки хранится в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова при Академии наук Республики Татарстан, где я вот последние 10 лет проработала, из них 5 лет заведовала отделом театра и музыки. И непосредственно вот наш отдел ввело работу в 3 направлениях. Да, это по этномузыкологии, по театроведению и по последние 2 года по хореографии. То есть мы начали собирать и танцы исчезающие, то есть пластику изучать, да, вот исследования. Что хочется сказать? Вот эта запись, это запись информант 1905 года рождения, исполняет эту песню. Это «Сырянкие», это напев пермских татар, и на сегодняшний день его записать уже невозможно. Да, потому что я ездила в 2010 году 3 года подряд в экспедиции, вдоль и поперек объездила Пермский край и всего записала 3 напева «Сырянкие». Вот представляете, да, то есть в 60-х годах Наркис Муштариева, Махмуд Никбедянов, они записывали эти напевы, они бытовали, и они хранятся в нашем архиве, в Центре письменного музыкального наследия. И я эти напевы, безусловно, включила в свою диссертацию, а затем уже вот выпустила свою монографию «Традиционная музыкальная культура пермских татар». И вот в этой монографии, конечно же, как представлено как этническое формирование пермских татар, как жанровая система обрядования, обрядов фольклора, поэтические особенности и, безусловно, музыкально-стилевые особенности песен пермских татар. Что еще особенного в книге? Представлен еще диск с 55 образцов редких. Я включила в этот диск. То есть, прочитав книгу, можно прослушать эти напевы и наигрыши инструментальные, потому что действительно пермские татары очень интересная
Очень интересная у них культура, очень интересные у них традиции и напевы, и наигрыши. И, безусловно, что хочу отметить, вот как Айрат уже сказал, что молодежь сейчас привлекают тем, что пытаются интегрировать вот жанры традиционного музыкального фольклора в какие-то современные оболочки, но мы, как собиратели, да, фольклора, очень трепетно к этому относимся, чтобы не растерять вот эту суть, не растерять особенности, которые действительно присущи музыкальному фольклору татарского народа, потому что жанр, он может закрыть своими какими-то стилевыми особенностями, и мы можем растерять все то ценное, что у нас было. Есть хранители, которые пытаются все-таки сохранить в чистом виде то, что есть. Вот в этом как раз идет, наверное, не всегда понимаю. Которым пользуются остальные потом и трактуют его уже по-своему. Да, надо привлечь молодежь, а потом надо показать исконную. Ну а для чего вы это, Эльмир, если коротко, вот сейчас уходим мы на достаточно длительный перерыв, вот для чего вам это надо? Вы знаете, да, я по своей профессии, я композитор, но у меня, в силу того, что я выросла с бабушкой, она мне очень много исполняла в детстве жанров музыкального фольклора, баиты, мунаджаты, и я как бы впитывала вот это все еще ребенком. И когда я уже выросла, закончила консерваторию, у меня была огромная тяга заняться исследованием вот этих напевов, наигрышей, потому что мы выросли на книгах, настольных книгах Махмуда Нигмедянова, на книгах Ключерева Александра, да, на книгах Джаудата Файзи, которые были с композиторами и собирателями, да, фольклора. И, безусловно, меня долгое время отговаривали, зачем мне это нужно. Но я очень благодарна своему научному педагогу, своему научному руководителю Земфиру Нурхамедовне Саидашевой, которая привила мне всю эту любовь и сделала из меня специалиста. Хорошо, мы продолжим нашу программу после новостей Татарстана. Не переключайтесь, мы продолжим. У нас еще много гостей, с кем мы сегодня еще не успели поговорить. Будет интересно. Еще раз здравствуйте, это «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Сегодня мы говорим об энтузиастах, которые сохраняют наследие, материальное и нематериальное. Замечательные гости в студии, уже мы много обсудили. Вот во второй части программы хотим поговорить об особых местах, наверное, сохранения культурного наследия. Это музеи. Здесь есть где проявить и творчество, и изобретательность. И музеев, созданных энтузиастами, становится действительно много. Один из них – музей писателя Каюма Насыри. Сейчас у нас в гостях сегодня Асия Губайдуллина, исполнительный директор фонда возрождения Родины Каюма Насыри. Вы ведь практически с нуля, да, создавали этот проект, на собственные средства вы это все начинали делать. Как это было, как рождался этот проект и какое ощущение сегодня у вас вот там, в сердце? Да, эта идея пришла в 2014 году, а когда было как-то вот понятно стало, что родина Каюма Насыри в забвении находится, и недалеко то будущее, когда просто не станет этой родины. А допустить такое нашему поколению позволить себе нельзя. После нас кто же это сделает? Вот такая мысль пришла, и обсудили мы эту тему, приступили к делу, создали концепцию протяженностью на 10 лет. Поскольку в 2025 году будет 200-летие Каюма Насыри. И у нас такое амбициозное такое заявление, что именно в 2025 году, когда будет 200-летие, родина Каюма Насыри должна быть центром вселенной для татар всего мира. Вот так мы себе сказали, и к этому и идем. Идем такими шажками. Идем каждый год что-то делаем. Вот в этом году мы дожили до того, что создали музей-библиотеку. Музей-библиотека, это говорит о том, что да, здесь есть экспонаты и другие, но в основном это книги. Библиотека и древние исторические книги, посвященные Каюму Насыри, книги времени Каюма Насыри, его книги, его календари. И он создал более 40 книг. Сам создал, и наше дело иметь все эти книги, их еще у нас нет, ну и прочитать их, знать,
о чем они, и рассказать нашим современникам. Татьяна Ильина, но ведь не так близко к Казани, в селе Малые Шерданы, да, если не ошибаюсь, находится. Не все едут. Туристический поток, наверное, вот если Олеся, скорее всего, тоже подтвердит, что не так много. Пока немного будет отправляться. Вот вам это важно или пока важно создать? Вы знаете, я думаю, что туристический поток будет. Во всяком случае, те туристы, которые к нам заезжали, а их еще было немного, нам пандемия в прошлом году помешала, это очень интересно. Во-первых, деревня сама мемориальная, во-вторых, там исторические места, и в Зеленодольском районе 2 исторических поселения. Акзигитова деревня и деревня Малые Шерданы. По 2 признакам. Здесь родился великий татарский не писатель, а просветитель Айом-Насыри, а также священное кладбище 14-15 веков. Если все хорошо и правильно организовать, туристы здесь будут. Ну, собственно говоря, наша концепция к этому направлена. Ну, в последнее время нас радует, вот кто-то из наших присутствующих, по-моему, вы сказали, что вот энтузиасты начинают и потом обращают внимание. Только тоже лодка раскачивается, надо раскачать эту лодку. Лодку раскачивают энтузиасты. Они обращают внимание на проблему. Если эта проблема освещается соответствующим образом, и какие-то не просто освещать, но что-то и надо делать. Что-то преподнести для того, чтобы дальше продолжить. Вот этот процесс у нас сейчас, мне кажется, дошел до такого момента, когда к нам подключаются. Мы уже получаем внимание со стороны администрации Зеленодольского района, со стороны тех, кто экскурсиями занимается. Начинают помогать, поддерживать, да. То есть проект начинает расти, да? То есть становится вполне серьезным. Проект сейчас уже в такой стадии, когда видно, что будет та цель, достигнутую, которую мы ставили перед собой. Хорошо. Еще один замечательный, интересный проект, который существует много лет, тоже на исторической родине. Это музей татарского букваря Алифба. Вот давайте узнаем Дамира Гельмишаеховича, как он появился, когда эта идея возникла тоже. Родина Тукая. Когда мы говорим о татарском наследии, это надо разговор начинать с Алифбы, потому что это начало. Любое знание, любое слобода начинается с Алифбы. Но есть специальный музей Алифбы. Это уникальный, единственный в мире музей Алифбы, находится в городе Арск. И возникает вопрос, почему же именно в Арске этот музей? Многие думают, что это связано с именем великого поэта Гатулы Тукая. Да, Тукай наш земляк, но и Алифба наша. Создатели, авторы татарской Алифбы, по которой учились в течение 50 лет, это целые 3 поколения авторы, супруги Салей Вагизов и Рамзия Валитова, вот они преподаватели Арского педагогического училища. И музей был открыт в честь вот этих энтузиастов, народных академиков. А после открытия музей взял еще одно направление работы. Мы стали собирать буквари народов мира. И на сегодняшний день у нас 322 алифбы букваря азбуки на 72 языках мира. И почему же алифба так важна в жизни человека? Это первая книга, которую читает ребенок. И от того, какой учебник читает ребенок, и зависит, вот это как раз наша тема. Если ребенок начинает познавать мир через алифбу, он всю свою жизнь никогда не забудет свой родной язык и будет все время интересоваться с истоком, с историей, с обычаями и так далее. Хорошо, спасибо. Ненадолго на рекламу прервемся, дальше продолжим. 2 промышленно развитых региона – турецкий Измир и Татарстан. Я сформулировал свои вопросы мэру города Измир. О деталях сотрудничества и общих вкусах. Манты. Манты, во.
О новых возможностях. I won't visit Татарстан. О связях, которые крепнут в авторской программе Дины Газалиевой. Это очень много значит. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец. Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. Я ищу людей на ХХРУ. ХХРУ. Работа в твоем городе. Шубный фестиваль в Казани. Огромный выбор шуб, честная рассрочка, выгодный обмен старой шубы на новую. С 24 февраля по 8 марта. Казанская ярмарка. Здравур несушка. Куры яйцами завалили. Удиви себя классными ценами, а любимую вкусным завтраком. В честь 8 марта. Мороженое ГОСТ пломбир 169. Эчпачмаки замороженное 6 штук 129. Конфеты Тофифи 250 грамм 189 рублей. Цены действительны по 8 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Гастроли ансамбля танца «Казань» по городам Татарстана с 21 по 26 марта с программой «Танцы народов мира». Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Итак, от ток-шоу «Точка опоры». И сейчас хочу обратить внимание еще на один музей, этнографический музей под открытым небом Татаровала. Здесь также, кстати, снимали некоторые сцены нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. Вот накануне мы записали интервью с Минидамиром Камалетдиновым, создателем и директором Татарского этнографического музея. Вот что он рассказал. Это тоже тот самый энтузиаст, у которого родилась идея, и он воплотил ее в жизнь. Впервые в Республике Татарстан в 2009 году наша семья открыли первый в Республике Татарстан этнографический музей под открытым небом Татараулы. У нас есть разные дома. Допустим, начинать надо, наверное, с изюминка нашего музея. Это мы сохранили единственный в Татарстане ветряную мельницу, которая построена в 1943 году во время войны руками женщин и подростков. Это вот как раз, я считаю, это действительно сохранение татарского наследия. Еще можно сказать, что единственный в России мы строим мечеть по эскизному проекту 17 века без гвоздей. Дальше у нас в музее построен крестьянский дом казанских татар, зажиточного крестьянина, конечно, где кино снимали «Зулейха открывает глаза». Мы встречаем гостей в национальной одежде. И во время экскурсии еще обязательно им хотя бы 3-4 слова учим татарских слов. Это «Исанмесес», «Соубулугыз», «Рахимитегез», «Рахмет». Конечно же, это, во-первых, мы создавали сначала земельный участок, там музейные экспонаты, там все строения. Это наша семья, это бюджет нашей семьи. Потом мы вокруг себя объединили всех неравнодушных и творческую интеллигенцию вокруг себя. Поэтому и есть у нас спонсорская помощь. На сегодня, наверное, музей не вышел на свою самоокупаемость, я бы сказал так. Но в дальнейшем что? У нас всего-то, которые мы начали свой музей, это с полгектара земли. Это наши 50 соток земли. Дальнейшего развития, конечно, земельного участка мало. Мы сейчас уже с администрацией Зеленодольского района ищем возможные пути именно получить еще земельный участок, чтобы музей дальше развивался. Хорошо.
Тоже мы, я думаю, обсудим, на какую помощь могут рассчитывать энтузиасты, одиночки, либо, наоборот, уже превратившиеся в группу соратников. А сейчас еще один из проектов, тоже музей, музей Чак-Чака. Супруги Полосина практически с нуля создали этот проект, который пользуется огромным успехом. Рушине Дмитрий, мы уже говорили в первой части программы, сейчас в Уфе. Как возникла эта идея? Ну, во-первых, Дмитрий Полосин, да, Рушине Полосина. Вы не жили в Казани лет 12 назад, да, вы только приехали сюда, я правильно понимаю? Или 12 лет где-то жили вообще вы, то есть, но не в Казани. Но при этом устроили такой замечательный музей национальный, практически. Да, мы с семьей переехали с родителями где-то в начале 2000-х, вот, а познакомившись с Дмитрием, он где-то лет, да, 13, да, что как ли, раз назад. 12, да, лет назад. Почему музей Чак-Чака, да, почему? Мы решили подойти как раз-таки к Чак-Чаку как нематериальное наследие, и Чак-Чак у нас является неким мостиком, где мы рассказываем через это блюдо о традициях, о быте татар, о городских, купеческих династиях, об улицах, о городе, то есть обо всем, о предметах. А почему, собственно, потому что к нам часто приезжали гости, и у них очень частый вопрос был именно такой, что а как жили татары, а как посмотреть, вот что внутри вот этих красивых воссозданных домов. И, конечно же, у них всегда был вопрос, а где купить вкусный чак-чак, как вообще отличить правильный чак-чак от неправильного и так далее. Да? Вот как это все сложилось, мы плюс еще сами большие путешественники, и вот, собственно, наш опыт и как бы туристов самих, и вот то, что мы водили для друзей экскурсии по Казани, он в это все и вылился. Перспективы развития у музея, как я понимаю, большие. Вы планируете двигаться и дальше? Да, конечно, у нас гости часто просят, чтобы мы сделали музей Эчпочмака или музей Губудии, но мы планируем двигаться все-таки в другом направлении. То есть мы сейчас создали линейку сувенирную, она более современная. Но еще у нас сейчас очень активное развитие идет как раз в области НХП. Спасибо Минкульту, очень активно он в этом плане двигается. Я уже сама поучаствовала и даже выиграла грант на развитие как, в общем, как ремесленник, как мастер НХП. Мы развиваем как раз татарскую вышивку. Я сама очень увлекаюсь тамбурной вышивкой. И я могу видеть, что на это есть очень большой запрос. Ко мне люди уже выстраиваются в очередь, готовы ждать и год, и два. Вот, потому что им очень нравится мое качество. И надо сказать, вот мы сейчас в Уфе на конкурсе по сувенирам, и там, конечно, вот наши сувениры и музейные, как бы, и которые касаются сферы ремесел, они очень большой, как бы, вот такой фурор производят, всем очень все нравится. И, например, вот такой вот значок Эчпочмак, да, как вы сегодня программу вы начали, рассказывали, что много чего началось с Эчпочмака. Это уже такой действительно символ, и он у всех вызывает абсолютно теплые чувства и ассоциацию именно с татарской культурой, с татарами. Хорошо, спасибо. Сейчас мы тоже вот как раз, многие говорят о том, что там нужен земельный участок, нужно дальше развитие, начинает помогать власти, Министерство культуры. Асу Мифтахова, директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Вот к вам, наверное, вопрос. Энтузиаст-одиночка. Кто вообще сегодня может рассчитывать на государственную поддержку? Как много подобных там грантов, финансирования, как это все выделяется и как это получить? Ну вот как раз в том гранте, в котором участвовала Рушанья, то есть это гранты на поддержку народных художественных промыслов. У нас в том году поддержано 17 проектов, да, это индивидуальные предприниматели и юридические лица. В этом году мы хотели, чтобы самозанятых поддержать именно в сфере народных художественных промыслов. Ну, что я хотела сказать прежде всего, да, наш ресурсный центр, мы направлены на сохранность, то есть прежде, и поэтому для нас работа энтузиастов, она очень важна. Когда мы выходили в экспедицию тоже, то есть вот мы как раз до начала передачи говорили, что мы могли бы на эту передачу пригласить практически всех работников учреждений культуры и сказать, что это энтузиасты своего дела. Я вот с этим как бы это хочу сказать, потому что вот каждого, если взять директора краеведческого музея, директора библиотеки, то есть они все работают над
поиском своего поселения, то есть на историю своей территории. И сейчас, вот, если говорить о поддержке, вот, например, то, что создано Каюм-ын-Асыри, я думаю, что много очень и на российском уровне. То есть сейчас, если мы проработаем этот вопрос, например, как этномаршрут туристический, да, то, в принципе, поддержку можно получить. И туры выходного дня, они сейчас очень актуальны, они среди молодежи, то есть человек выезжает отдыхать, и еще как бы он какое-то саморазвитие получает, знает историю этой территории, ему это все интересно. То есть вот такие вот этномаршруты, они сейчас очень модные. Ну, легко зайти к вам с проектом. То есть очень легко, да. То есть вся информация... Просто есть идея. Человек может прийти и вот сказать, я хочу открыть вот такой музей. Это же есть нереально, как бы нормативный правовой акт, который определяет как бы порядок получения гранта. То есть это заявительный характер носит, то есть оформляется заявка, есть форма ее, она доступна. То есть это на сайте Министерства культуры публикуется, то есть собирается она, все заявки нашим центром, то есть и потом уже мы экспертно оцениваем, то есть есть эксперты, которые оценивают и выбирают именно тот проект, в прошлом году вы говорили, а сколько это НХП. А сколько заявлялись? 17 проектов вы поддержали? У нас поддержали? заявлялось 28. То есть 11 было отказано. Да. А по каким причинам? Это в том году, причинам того, что как бы ограниченная финансовая, суммарная, грантовая поддержка. То есть если давать, например, всем, то человек с минимальным финансированием, он не сможет осуществить свой проект. Поэтому это дается в рамках того, чтобы он смог осуществить свой проект и предоставить нам материал. В некоторых случаях это не подходило, например, под грант народно-художественной промысла. Мы направляли его, допустим, на грант туристический сувенир или еще куда-то. То есть несколько программ, другие, то есть у нас на российском уровне это и фонд культуры, и фонд Потанина, фонд Тимченко. То есть огромное количество предоставления грантов по этому. Энтузиаст найдет себе, может найти себе дорогу. Благотворительный фонд, это вообще физическим лицам. Ну хорошо, если господдержка есть, гранты есть, идеи есть, сверхмиссии есть, да, которую обозначила тоже сегодня у нас Асия с Ханом. Чего не хватает? Что еще нужно? Как усилить вот эту волну, не знаю, как объединить? Многие сталкиваются с тем, что, допустим, оформление заявки для них это трудно, да, то есть есть какие-то... консультация про... Да, и некоторые боятся вот этой отчетной информации, которую после проекта надо сделать, да, то есть есть идея, но вот это все, вот оформление, у нас проходит сейчас обучение, вот мы с муниципальными районами республики работаем, постоянное обучение, то есть кто реализовал проект, как это сделать для того, чтобы вовлечь больше заявленных заявок, и потом многие могут получить свою поддержку даже на краундфандинговых платформах, то есть и поэтому здесь много чего как бы мы знаем, и много чем мы можем поделиться, поэтому мы можем... Сейчас такие некие итоги условно, да? Что еще необходимо, чтобы движение энтузиастов было более, наверное, массовым, интересным? Тальмир? В частности, я вот как этномузыколог, как композитор, и могу сказать, что все-таки есть такой кадровый голод. То есть люди тянутся, они хотят заниматься собиранием фольклора, но для этого нужно образование. Понимаете, записав этнофора, нужно его расшифровать, нужно иметь абсолютный слух. И я столкнулась с тем, что действительно нет кадров. То есть нас можно вот по пальцам пересчитать в республике, кто занимается этномузыкологией. Это консерватория, естественно, это кафедра Лилии Ильдусовны Сарварова, Геннадий Михайлович Макаров, мои вот сотрудники Гузель Фазрахманова Юнусова, Нель Хабибуловна Нургаяна, и так далее, да, то есть 5-6 человек, которые вот так основательно, да, и дело в том, что вот каждый год мы выезжали в такие комплексные экспедиции, где диалектологи, лингвисты, археографы, фольклористы. И для создания вот такой книги по каждому региону, да, в частности, 2-3 экспедиции, если летом, то специалистов не хватает, то мне приходилось выезжать по 2-3 раза. То есть это очень тяжело, в принципе, потому что по 2 недели мы собираем, работаем, да, в регионах. Поэтому вот есть такая проблема в кадрах. У вас очень такой штучный абсолютно, да, мне кажется, здесь всегда будет проблема с кадрами, абсолютный слух. То есть мы хотим, чтобы были энтузиасты, но которые уже были с базовым музыкальным образованием, то есть, а дальше уже могли бы научить.
Значит, нужно определенное финансирование, нужна мотивация и финансы, в том числе. Айрат, что ты думаешь? На самом деле таких направлений много, где вот единицы, да, энтузиастов работают. И действительно здесь нужно и образование, люди с образованием, и нужно программы обучающие, и гранты не только на, может быть, на создание проекта, но и на обучение. То есть нужно повышать компетенцию, нужно и продвижение всей. Вот, много из того, что здесь услышано, наверное, телезрителям, да, оно, может быть, впервые слышится. Вот велика роль средств массовой информации в том, чтобы они доводили информацию об этих энтузиастах, об этих проектах, чтобы я, например, услышав о таком уникальном музее, взял и потом сел в машину в выходные и поехал в музей Кайым-Насыри, я обязательно это сделал, адреса. И вот посмотрите, сколько в округе Казани, да, можно сесть в машину и доехать до уникального места. А еще может каким-то там мастер-классом, да, заняться. И, то есть это все просто надо сводить, вот, грубо говоря, взять вилку, воткнуть в розетку, и это все заработает. То есть много уже чего есть, Я Теперь думал, осталось как-то все действительно соединить и вдохнуть там, новое развитие для, возможно, одного маршрута где-то показывайте их больше, показывайте энтузиастов больше. Хорошо, спасибо. Асия Наилевна. Я вижу проблему в том, что все это можно создать, но нужно взрастить поколение, которое это продолжит. То есть надо работать с детьми, надо работать с молодежью. Хорошо, Дамир Гримшаевич. Ну вот в музее я иногда посетителям задаю вопрос. Чтобы организовать музей, вот как, что считаете, что нужно? Прежде всего, деньги, говорят. Самое главное, идея. На энтузиазме держимся. Хорошо, Олеся, мы сейчас поговорим с теми, кто у нас еще на скайпе. Да? Татьяна Сергеевна, что, на ваш взгляд, нужно? Какая поддержка нужна энтузиастам? Ну, я поддержу вот эти две мысли о специалистах в главную очередь. Потому что, вот, допустим, в нашем центре татарской культуры до меня 10 лет буквально не могли найти хореографа, который бы преподавал татарские танцы. Ну вот сейчас, слава богу, с этим у нас все хорошо. Теперь финансирование. Хорошо. Дима Рушуния, на ваш взгляд? На наш взгляд, смотрите, ну, действительно, кадровый вопрос, он стоит в таких музеях и других подобных местах очень остро. Но здесь нужно не забывать, что лидеры этих музеев, объединений должны быть сами такими харизматичными лидерами, за которыми было бы приятно идти. И еще самое главное, нужно не забывать о том, что мы развиваем данные территории, и на данной территории находят другие сообщества, другие люди. Вот за что мы как раз-таки благодарны, например, Олесе Александровне. Мы очень хорошо общаемся и делаем совместные проекты. Вот с Айратором мы как раз снимали, там, с Радифом Кашаповым. То есть мы всегда за коллаборации с различными людьми. Люди, которые также являются какими-то энтузиастами в своем деле. И, конечно же, от денег ни один, например, частный бизнес не откажется. И в том году, во время пандемии, нас очень выручил фонд Потанина, мы выиграли грант. А еще нас очень поддерживает отзывы наших гостей, посетителей музея, которые потом всем рекомендуют. Это прям, наверное, одна из самых больших таких существенных видов поддержки. Хорошо, это спасибо. Сказать спасибо. Гузель Фуадовна, ваше мнение, что нужно сделать сегодня? Вы знаете, конечно, харизматичность – это хорошо, но еще лучше, если харизматичность основывается на знаниях. Мне кажется, вот это очень большая проблема, потому что все эти музеи, они должны ведь объективно показывать культуру татарского народа и опираться на определенные знания. Поэтому вот энтузиастам харизматичным нужно еще найти харизматичных ученых, харизматичных исследователей, которые смогли бы вот экспозицию, эти экспозиции музейные, привести в соответствие и с историей, и с культурой, и с эстетикой. Кстати, эстетика часто очень страдает. То есть заходишь в музей и очень часто вот видишь такие несовместимые вещи с точки зрения художественного вкуса, эстетического вкуса. И мне кажется, разговор должен также идти о повышении качества этих музеев. Хорошо. Гузель Фуадовна, да,
Спасибо большое. Да, понятно, что знания необходимы, ученые необходимы, но вместе с тем и популяризировать надо, и вроде бы тоже заходить хочется иногда. Интересно, чтобы молодежь привлечь, и, может быть, потом мотивирую уже привести в музей Каюма Насыри, чтобы человек понимал, не просто приехал туда, чтобы случайно там в туристическом маршруте сделать какую-то лишь галочку. Олесь, на ваш взгляд, вот вы сегодня познакомились, кто-то новое открытие для вас, с кем вы знакомы давно, чего не хватает? Очень приятная передача получилась, и действительно мы здесь все единомышленники. Однако я считаю, что необходима настоящая культурная революция, ее уже необходимо начинать, потому что все, кто присутствует в этом зале, первое, в чем они нуждаются, это именно в освещении своей деятельности. Харизматичные люди есть, пожалуйста, это телеведущие, это ведущие YouTube-каналов, которые также тематически ведут разные свои каналы, создают программы целые. Все есть, не хватает информационной поддержки, поэтому хотелось бы обратиться к руководству всех телеканалов, не только к вашему, да, что нужно показывать, рассказывать и об энтузиастах, и о том, чем они занимаются, и об их каких-то проектах, каких-то новых открытиях, новых найденных вот песнях, записанных каких-то уникальных вещах. Об этом просто наше население не знают, и люди интересуются, хотят прийти в эти музеи, они хотят знать, что это все, где это. Просто нужна действительно поддержка, и сайту Министерства культуры тоже, я считаю, нужно существенно продвинуться, и вообще в каждом СМИ рубрика «Культура» должна быть не после рубрики «Спорт», а сильно перед ней. Да. Олеся Балтусова говорит о том, что необходима культурная революция. Согласна с этим и участники нашего голосования. Все считают, что энтузиасты нужны, и государство, и спонсоры должны их поддерживать. И всем эта тема им всем интересна. Мне остается пожелать каждому из вас успехов, удачи, новых идей, проектов, реализации, финансовой поддержки. Это была программа «Точка опоры». Прощаемся с вами. Всего доброго, крепкого здоровья всем в это время. Спасибо. Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында.